Прежде чем ответить на поступившие записки и вопросы, ну, понятно, что тут сидящие президиумы тоже хотели бы высказать свои пожелания и мысли. Буквально 3 минуты, Леонид Романович. И Эльвира Абдураева тоже хочет выступить. Пусть с места говорите с места. С места, да? Давайте я. Сайголовик Андашев. Сегодня 24 марта. Нам толчок дали 30 января. 54 дня мы существуем. 10 человек. Мы между собой обсуждали. Рановато мы идем отчитываться. Потом мы все-таки решили собрать людей и представиться тем представителям нашего народа, которые соизволят прийти на сегодняшнее собрание Топлашов. Вы знаете, до этого дня, целую неделю на сайте «Голосе Крыма» были объявления. Вот то, что мы успели за 54 дня своего существования разобраться в той схеме, какую базу мы получили в вопросах особенно обустройства, и те вопросы, которые я осветил, я с товарищами советовался. Поэтому я осветил очень социальный, политический вопрос. Здесь вот последний депутат Шевкет Судака подумал, да? Он же правильно сказал. 12 с лишним тысяч семей крымских татар 6 лет не узаконили свое существование. Я вам сказал, в каких условиях сегодня проживают наши люди. Это прежде всего. И правильно сказали, если мы эту проблему не решим, а решать как можно? Только конструктивно сотрудничая с сегодняшней властью, что мы и делаем. Другого не дано. Или мы еще будем 60 лет вот так жить на этих полянах протеста. Я вам заявил, что в этом году свыше 7 тысяч участков мы решим. Если вот как сегодня идет. А на будущий год мы эту очередь закроем. Второе. Как не сказать о здоровье сегодня наших детей? Я ведь... Это наше будущее. Я же вам обнародовал эти показатели. Это еще не все. Третий вопрос языка, который подписал указ президент полгода уже. Конечно, надо им заниматься. До культуры мы не дошли. До истории не дошли. Мы должны создать сами свою историю, учитывая, что у нас есть инженерный университет. Чтобы нас не оскорбляли на всех уровнях. История крымско-татарского народа. Никто, кроме нас, этой истории не будет. Это паровоз только набирает свой путь. И второе. Социологи пишут, в том числе и по Крыму, от всего населения 17% активных граждан. Правильно заметили здесь многие? А почему нет полного зала? Вы что хотите, чтобы 10 человек, едва сформировавшегося совета, что вот эти все замечания, их сотни, тысячи, и все правильные, что мы это сумеем перелопатить без помощи истоков самого народа? Да не будет такого. Я же поэтому сказал, каждый из нас должен очень сильно хотеть, чтобы выполнять те задачи от старта до финиша в экономике, в искусстве, в культуре,
не надеясь ни на кого. В заключение я вот что хочу сказать. Созидается годами, разрушается моментально. Я по профессии инженер-строитель, вы многие знаете, а по военной профессии я в инженерных войсках служил сапером. Нажал кнопку, и все взорвалось. Мы сегодня должны поэтапно, конструктивно, работая с властью, хорошая, плохая, мы аллилуйю не поем. Но я должен был отметить роль председателя правительства, который на самом деле берет трубку и звонит. Это великое дело сегодня. И если так пойдет дальше, наш паровоз будет набирать ход. Поэтому я бы хотел, чтобы правильно поняли сегодняшнюю нашу встречу. У нас есть законодательная структура. Это постоянная комиссия, национальная комиссия в Верховном Совете, которая занимается законодательными процессами. У нас есть Республиканский комитет по национальности во главе с Рифатом Перитовичем, который представляет исполнительный орган Совета Министров. И вот мы сегодня, впервые за все время, в этой связке сегодня присутствуем здесь, выслушивая. Это большое дело. И здесь советует нам, очень хороший совет, что мы должны сесть с оппозиционерами нашими. Но если они не хотят с нами садиться рядом, если не хотят обсудить с нами регламент проведения 18 мая, говорят, только мы, монополисты проведения организации этого траурного митинга, а вы здесь ни при чем. Вы понимаете, зависит от воли нашего народа вас, чтобы вы на местах, в районах, в городах и здесь заставили этих людей. Я не призываю, что мы друг друга любили. Мы, крымские татары, но мы тоже разные по взглядам определенным. Но в этот день трагедии мы должны показать единение народу, что мы единственный народ, который пострадал в сегодняшней Украине. Все ваши наказы, естественно. Мы сегодня еще, каждый из нас сидит в разных офисах города Симферополя. Вы тоже это должны понимать. Мы еще не подобрали тех даже людей, на которых мы опираться. Вот я говорю, дал добро на заместителя министра по образованию. Мы такую кандидатуру сейчас подыскиваем, который бы координировал бы все это. Мы не языковеды все с вами, вот за исключением вот девушка выступала с Востфака. Я полагаю, что играть мяч должен быть не на одной какой-то стороне, а мяч должен быть между нами и нашим народом. Взаимоотношения так должны быть построены. И я бы хотел чтобы мы, наверное, в обязательном порядке в первом полугодии опять соберемся здесь и будем отчитываться перед вами. Наша задача о том, чтобы была прозрачность. Что мы сумели сделать, что не получилось, и опять вас выслушаем. Но и хотелось бы активности наших граждан, о чем говорили здесь и вот Дильшат Ага, и депутаты, и многие другие. Саволом! Саволом!